Сәлеметсіздер ме? Менің арнама қош келдіңіздер. Здравствуйте, добро пожаловать на мой канал. Как и обещала, сегодня пройдем склонение числительных. Давайте начнем наш урок. Что такое числительное? Мы знаем. Это часть речи, которая обозначает количество, порядок предметов и отвечает на вопросы «сколько который». Сан есім дегеніміз ол заттың санын білдіреді және қанша, қаншасыншы деген сұрақтарға жауап береді. Бір санның жіктелуін қарайтын болсақ, ол родтарға жіктеледі және оның көптік түрі болады. Ал көптік түрі ол көп затты білдірмейді, тек сол бір заттың көптік түрін ғана білдіретін болады. Және бір сөзі падеждердің бәрімен сын есім сияқты жіктелетін болады. Простой числительный один изменяется по родам и имеет форму множественного числа. Например, один человек, одна скамейка, одно яблоко, одни лыжи. Форма числительного одни согласуется с существительными, которые имеют только множественное число. В этом случае оно обозначает только один предмет, а не несколько. Одни ножницы, одни грабли. При склонении числительное один согласуется с существительным во всех падежах, как прилагательное. Например, в именительном падеже один человек, одна скамейка, одно яблоко, одни лыжи. В родительном падеже одного человека, одной скамейки, одного яблока, одних лыж. В дательном падеже одному человеку, одной скамейке, одному яблоку, одним лыжам. В винительном падеже одного человека, одну скамейку, одно яблоко, одни лыжи. В творительном падеже одним человеком, одной скамейкой, одним яблоком, одними лыжами. В предложном падеже об одном человеке, об одной скамейке, об одном яблоке, об одних лыжах. Ал енді 2, 3, 4 сөздерінің жіктелуін көрейік. Давайте посмотрим теперь склонение числительных 2, 3, 4. В именительном падеже 2, 2, 3, 4. 2 имеет форму женского рода и мужского среднего рода. В родительном падеже 2, 3, 4. В дательном падеже 2, 3, 4. В винительном падеже как так имеет две формы. 2, 2. 2 для неодушевленных существительных, 2 для одушевленных. 3, 3. 4, 4. В творительном падеже 2, 3, 4. В предложном падеже от 2, 3, 4. У числительных 1, 2, 3, 4 винительный падеж совпадает с именительным, если существительно обозначает неодушевленный предмет. И с родительным падежом, если существительно обозначает одушевленный предмет. 5 пен 20 және 30 сандары үшінші склонение бойынша жіктелетін болады. Простые количественные числительные от 5 до 20 и 30 склоняются как существительные третьего склонения. В именительном падеже 5, 20, 30. В родительном падеже 5, 20, 30. В дательном падеже 5, 20, 30. В винительном падеже 5, 20, 30. В творительном падеже 5, 20, 30. В предложном падеже о 5, о 20, о 30. 40, 90, 100 сандары жіктелу кезінде тек екі формада болады. Числительные 40, 90 и 100 имеют только две формы. В именительном падеже 40, 90, 100. В родительном падеже 40, 90, 100. В дательном падеже 40, 90, 100. В винительном падеже, как в именительном падеже, 40, 90, 100. В
творительном падеже 40, 90, 100. В предложном падеже 40, 90, 100. Мың, миллион, миллиард сөздері родтарға бөлінеді және жекеше көпше түрде болады. Числительные тысячи, миллион, миллиард имеют категорию рода и изменяются по числам. Тысяча – это женский род. Например, тысячи людей. Миллион – это мужской род. Миллионы звезд. Миллиард – это мужской род. Миллиарды световых лет. Мың сөзі женский родқа жатқандықтан, ол бірінші склонение бойынша жіктеледі, ал миллион, миллиард сөздері екінші склонение бойынша жіктелетін болады, өйткені оларда нулевое окончание. Склонение слов тысячи, миллион, миллиард изменяются тысяча по первому склонению, а миллион, миллиард по второму склонению. В именительном падеже тысяча, тысячи, миллиард, миллиарды. В родительном падеже тысячи, тысяч во множественном числе, миллиарда, миллиардов. В дательном падеже тысяче, тысяча, миллиарду, миллиарда. В винительном падеже тысячу, тысячи. А миллиард склоняется как в именительном падеже. Творительный падеж тысячей, тысячу. И во множественном числе тысячами. Миллиардом, миллиардами. В предложенном падеже о тысяче, о тысячах. О миллиарде, о миллиардах. Орыс тіліндегі 1,5 және 150 сөздері екі формада болады. Числительное 1,5 и 1,5 имеют две формы. В именительном падеже 1,5, 1,5. В родительном падеже 1,5, 1,5. Добавляем суффикс «у». В дательном падеже 1,5, 1,5. В винительном падеже 1,5, 1,5. В творительном падеже 1,5, 1,5. В предложном падеже 1,5, 1,5. Күрделі сан есімдер 80, 50, 200 дегеніміз екі часті, екі бөлімінде жіктелетін болады. При склонении сложных числительных 50, 80, 200, 900 изменяются обе части слов. В именительном падеже 70, 400, 700. В родительном падеже 70, 400, 700. В дательном падеже 70, 400, 700. В винительном падеже 70, 400, 700. В творительном падеже 70, 400, 700. В предложенном падеже о 70, о 400, о 700. Құрама сан есімдердің де әрбір сөзі жіктелетін болады. В составных количественных числителях изменяются все слова. В именительном падеже 923, в родительном падеже 923, в дательном падеже 923, в винительном падеже 923, в творительном падеже 923, в предложенном падеже от 223. Және жинақтық сан есімдер 2, 3, 4 деген сөздердің және оба, обе сөздерінің жіктелуін осы таблицадан көрсеңіздер болады. Можете посмотреть на этой таблице склонение собирательных числительных двое, трое, четверо, оба, обе. Оба және обе сөздері жіктелген кезінде оба сөзі о әрпімен, а обе сөзі и әрпімен жазылады. При склонении числительное оба пишется с буквой О перед окончанием, обе с буквой Е. Например,
В именительном падеже оба ученика, обе страницы. В родительном падеже обоих учеников, обеих страниц. В дательном падеже обоим ученикам, обеим страницам. В винительном падеже оба дома, обоих учеников. Это для живых и не для неживых существительных. Обе страницы обеих подруг. В творительном падеже с обоими учениками, обеими страницами. В предложном падеже об обоих учениках, об обеих страницах. Реттік сан есімдер сын есім сияқты родтармен, число падежімен бірге зат есімге бағынышты болады. Порядковые числительные оформлены как прилагательные и точно так же изменяются по родам, числам и падежам. Например, в именительном падеже третий день, третья неделя, третье число, третьей двери. В родительном падеже третьего дня, третьей недели, третьего числа, третьих дверей. В дательном падеже третьему дню, третьей неделе, третьему числу, третьим дверям. В винительном падеже третий день, третью неделю, третье число, третьей двери. В творительном падеже третьим днем, третьей недели, третьим числом, третьими дверями. В предложном падеже о третьем дне, о третьей неделе, о третьем числе, об третьих дверях. Реттік сан есімдерде құрама сан есім болған кезде тек қана соңғы сөз ғана өзгеретін болады. В составных порядках числительных изменяются только последнее слово. Например, в именительном падеже 2042 знак, в родительном падеже 2042 знака. Здесь изменяются только числительное второе. В дательном падеже 2042 знаку, в винительном падеже 2042 знаку, в винительном падеже 2042 знак, в творительном падеже 2042 знаком, в предложенном падеже о 2042 знаке. Жіңішкелік белгісі 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30 деген сандардан кейін жазылады. Ал сөздің ортасында жіңішке белгісі 50, 60, 70, 80, 90, 600, 500, 700, 800, 900 деген кезде жазылады. Ал енді 15, 16, 17 деген кезде мягкий знак тек соңында жазылады, ортасында жазылмайды. Правописание мягкого знака в числительных. Мягкий знак в числительных пишется на конце. У числительных 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 20, 30. Мягкий знак в числительных пишется в середине, в именительном и винительном падеже. 50, 60, 70, 80, 500, 600, 700, 800, 900. Мягкий знак не нужен в середине таких числительных. 15, 16, 17, 18, 19, потому что мягкий знак пишется в конце числительных. Есімізге сақтайық. Не шылауы сан есімдермен бөлек жазылады. Ал егерде сан есім сандық белгіні білдірсе, ол сөзбен де, санмен де жазылуы мүмкін. Ал егерде ол зат есім болса, ол тек қана сөзбен жазылады. Запоминаем. Частица «не» с числительными всегда пишется раздельно. Например, не 4, не 9. Имя числительное может быть записано как числом, так и словами, а имя существительное только словами. Мына таблицадан белгісіздік сан есімдері немного-много сөздерін жіктелуін қарасаңыздар болады.
Склонение неопределенно-количественных числительных. Неопределенно-количественные числительные немного-много склоняется так же, как и слово немногие, многие. А также можете посмотреть склонение сколько. В именительном падеже сколько, немного. В родительном падеже скольких, немногих. В дательном падеже скольким, немногим. В винительном падеже сколько, скольких, немного, немногих. Это для одушевленных и неодушевленных существительных. В вторительном падеже сколькими, немногими. В предложенном падеже о скольких, о немногих. Давайте теперь подведем итоги урока. Упражнение. Склоняем числительные 8, 11, 15, 40, 80. Остановите видео и попробуйте выполнить упражнение. Давайте посмотрим на правильный ответ этого упражнения. В именительном падеже 8, 11, 15, 40, 80. В родительном 80-го. В дательном падеже к 8, к 11, к 15, 40, 80. В винительном падеже, как в именительном падеже, 8, 11, 15, 40, 80. В творительном падеже 8, 11, 15, 40, 80. В предложенном падеже о 8, об 11, о 15, о 40, о 80. Теперь вы знаете, как склоняются числительные. Стараюсь быть полезной. На следующем уроке познакомлю вас еще с одной частью речи. С какой хотите? Пишите в комментарии. Поддержите мой канал. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои видео. До свидания.